Здравствуйте, в эфире «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Сегодня в выпуске. Международная амнистия выяснила, что обе стороны конфликта в Восточной Украине пытают пленных и задержанных. Почему в Государственной Думе в России не хотят проводить независимое расследование убийства Бориса Немцова и казнить нельзя помиловать, решили присяжные в Бостоне. Ожидали ли бостонцы смертного приговора Джохару Царнаеву? Обо всем этом в ближайшие полчаса говорим с очевидцами событий, политиками и журналистами. Специальные гости нашей студии – журналист Саймон Островский, сам побывавший в плену в Восточной Украине, и российский активист, член объединенного движения «Солидарность» Денис Белунов. Правозащитная организация «Международная амнистия» в конце этой недели опубликовала доклад, выводы которого некоторые аналитики посчитали сенсационными, другие охарактеризовали как вполне ожидаемые. Главный вывод авторов под заголовком «Срочные новости» – пытки и убийства в Восточной Украине является очевидным доказательством того, что пленные подвергаются издевательствам со стороны всех участников конфликта. О том, каким образом были получены эти данные, мы накануне этого эфира спросили Джоан Маринер, одного из соавторов доклада. Она вышла к нам на связь по скайпу из Лондона. Amnesty International проинтервьюировала 33 бывших пленных, которые находились в заключении с июля прошлого года по май этого года. Эти пленники удерживались обеими сторонами конфликта. Мы общались с сепаратистами, которых удерживали прокиевские силы, в том числе и нерегулярные вооруженные группы, такие как «Правый сектор», и общались с военнослужащими украинской армии, которых удерживали в плену силы сепаратистов. Что примечательно, мы также пообщались и с обычными гражданскими людьми, которых удерживали обе стороны конфликта. Некоторых задерживали случайным образом, лишь потому, что у них было что-то на мобильном телефоне или в социальных сетях, что показывало их симпатию к той или иной стороне. Итак, в докладе содержится то, что принято называть графическими подробностями. Описываются пытки, которые до недавнего времени только и можно было использовать в сочетании со словом «средневековье». Средневековье, однако, похоже, вернулось. И именно в нем побывал американский журналист российского происхождения Саймон Островский. Его документальные фильмы о происходящем на востоке Украины сделали журналиста знаменитостью, что, впрочем, не уберегло его самого от плена. Вот фрагмент из одного из репортажей Островского. В этой камере я провел первые 2 ночи. В самые тяжелые моменты здесь было до 8 человек. В этом углу я сидел в первую ночь. Мои руки были связаны за спиной, а через не знаю сколько часов руки развязали, и я мог сидеть вот так вот, что намного легче. Но в течение всего времени я не знал, какое было время. У меня на глазах была надвинута шапка. Каждые полчаса в первую ночь они приходили и просто били меня. Я лежал, скорчившись на полу, вот здесь. Один парень все повторял: «Ты плохо выглядишь». Конечно, я выглядел плохо. Это худшее, что когда-либо случилось со мной. Это был фрагмент репортажа Саймона Островского, снятого для проекта Vice. Накануне журналист был гостем нашей студии. Он поделился своим взглядом на ситуацию с пленными на востоке Украины, а также объяснил, почему с его точки зрения Россия в реальности не заинтересована в присоединении Донбасса. Я начинал понимать ситуацию постепенно, как и все остальные, потому что, когда мы только оказались в Крыму, мы вообще не знали, что происходит. Были эти зеленые люди, непонятно, кого они представляли. Они начали окружать базой. И мы потихоньку начали как бы вот во всем этом ходить и вариться, и показывать то, что обычно журналисты не показывают, то есть наш процесс, как мы это снимаем, как мы попадаем в места, что мы видим, и мне кажется, из-за этого люди нам верили, и стало совершенно очевидно, что вот эти зеленые люди — это российские военные, что это была операция Российской Федерации, проведенная на территории соседнего государства. Но это понимание, оно пришло только как бы постепенно, мы не знали заранее, что там будет, и вот таким же образом это все перелилось в конфликт на Восточной Украине, потому что это 2 вещи, которые связаны тем, что они организованы Россией, но они очень по-разному воплотились. И я не думаю, что такой аннексии
как была в Крыму, будет в ближайшем будущем на востоке Украины. Я не думаю, что Россия заинтересована в том, чтобы присоединить к себе Донбасс на этом этапе. И мне кажется, вот это то, что многие не понимают. И, может быть, то, что я мог понять за те многие месяца, пока я там вот это все смотрел своими глазами. Это то, что российские власти хотят использовать эту войну на Донбассе как рычаг для давления на и украинские власти центральные, и на западный окружающий мир. Собственно, подтверждает этот ваш тезис о незаинтересованности российских властей захватить остальные части Украины. Сергей Лавров заявил, регионы Донбасса должны остаться частью Украины. Он сказал, что необходимо сохранить самопровозглашенные республики Донбасса в составе Украины. Проблема в том, что Россия потеряла так много доверия после аннексии Крыма, что уже больше никто не верит тому, что говорят российские чиновники, даже если они это повторяют очень много раз. И я уверен, что и сейчас многие не поверят вот этому заявлению Лаврова о том, что Донбасс должен остаться как частью Украины. Это вот такая странная ситуация, где российская власть является причиной конфликта на востоке Украины, с одной стороны. Но с другой стороны, она говорит правду, когда она говорит, что она не хочет присоединить Донбасс к России. Ей нужен Донбасс для совершенно других целей, как геополитический инструмент влияния. И то же самое касается западных стран, потому что когда ставят под угрозу своих союзников в Киеве, то западные страны их тоже можно убедить в чем-то. Можно их даже убедить в чем-то не связанном с Украиной. То есть это инструмент геополитический, который может быть использован для совершенно других вопросов в других регионах. Другой вопрос, что это, по-моему, очень глупый инструмент влияния. У России раньше было намного больше влияния в мире, чем у нее есть сейчас, потому что ее отторгли из разных международных организаций типа «Восьмерки», там люди потеряли доверие к словам, которые заявляют российские чиновники, то есть влияние оно теряется. Теперь у них осталась вот только эта дубинка. Мне кажется, что все проиграли в этой ситуации. Сейчас очень большая новость последних дней – это двое военных, которых взяли в плен, и Украина заявляет, что это российские военные, и, собственно, их наличие доказывает наличие российских войск, воюющих на территории Донбасса. Министерство обороны России не признает то, что это российские военные. Непонятная такая ситуация. Но я хотела бы немножко шире поговорить в этой ситуации вот о пленных в этом конфликте. Вы ведь тоже побывали практически в этой роли. Хорошо, что недолго, но побывали. Вот ваши отношения, ваше восприятие и как вообще все это происходит? Я не знаю ситуацию с этими двумя военными, потому что я ее сам не просматривал. Совершенно возможно и вероятно, что они действительно агенты или военнослужащие России. Возможно и противоположные. Я знаю, что российские участвовали, военные, в этом конфликте, поэтому являются ли эти солдаты ими или нет, как бы не так важно, потому что более глобально российские солдаты точно воевали и во время Иловайска летом, и во время боя за Дебальцево зимой. Россия участвует, как бы с этим спорить нельзя. С пленными ситуация до сих пор, насколько я понимаю, нехорошая. И быть пленным – это одно из самых ужасных вещей, которые может произойти с человеком, потому что в таком конфликте, в такой необъявленной войне, как сейчас происходит в Украине, нету правил. На других войнах, может быть, между странами, в объявленных войнах, то у военнопленных есть какие-то права по Женевской конвенции. Но вот в этом конфликте на Донбассе, если ты попал в плен, ты не знаешь, что с тобой произойдет. И это самое страшное. Это не то, что там кормят или бьют, то есть не кормят или бьют. Проблема в том, что ты не знаешь, выйдешь ли ты оттуда живым. И мне кажется, что в данный момент там, может быть, сотни людей вот в этом состоянии находятся прямо сейчас.
Российская Госдума за последнюю неделю опять попала в новостные заголовки. Поводы 18 мая депутаты-единороссы отказались проводить парламентское расследование убийства Бориса Немцова. Пару дней спустя парламент России принял законопроект о нежелательных в России иностранных и международных организациях. Отреагировать на очередную продуктивную неделю деятельности Госдумы я сегодня попрошу соучредителя партии 5 декабря и российского активиста Дениса Белунова. Денис, правильно я вас представила? Правильно. Замечательно. Ну, Денис, давайте начнем реагировать. Отказ каким-то образом проводить расследование смерти Бориса Немцова, с которым вы работали. Вы его очень хорошо знали. Да, я был исполнительным директором движения «Солидарность», и Борис Немцов был в тот момент, собственно, до самого последнего дня был одним из лидеров движения «Солидарность». Мне кажется, что сама по себе новость о том, что Дума отказалась, или там в Думе «Единая Россия» устами Плигина заявила о том, что она не собирается заниматься специальным парламентским расследованием убийства Немцова, это не очень большая новость, потому что Госдума, она продемонстрировала свою, многократно уже продемонстрировала свою неэффективность, и я не вижу ничего, что она могла бы сделать в том, что касается этого расследования. Я очень уважаю деятельность Дмитрия Гудкова, единственного, наверное, нормального человека в Государственной Думе сейчас, который стремится к тому, чтобы постоянно задавать какие-то острые вопросы, его обращение. Я так понимаю, что Компартия вроде бы сейчас решила помочь ему собрать эти голоса, необходимые для возбуждения парламентского расследования, поэтому, может быть, окончательно еще крест рано ставить на этой инициативе. Но давайте будем реалистами. Расследование Госдумы в этой истории вряд ли что-то прибавит, потому что эта трагедия, она на самом деле является событием чрезвычайно важным. То есть помимо того, что произошло убийство человека, и это один из ведущих оппозиционных деятелей в России, кроме этого произошла такая вещь, что явным образом некие люди сумели совершить преступление в зоне, казалось бы, тотального контроля спецслужб. И тут ситуация, скажем, для Владимира Путина очень неприятная, потому что либо он знал о том, что это происходило, я думаю, что нет. Значит, и тогда, если знал, то получается, что плохо, он просто является одним из соучастников преступления. Либо он об этом не знал, и тогда оказывается, что какие-то люди, неважно какие, сейчас даже не будем обсуждать, там можно какие угодно подставить версии, украинскую версию, американскую версию, чеченскую версию, инопланетную, неважно. В общем, исполнители фактически нашли, формально. Какие-то люди в состоянии организовать такое преступление в самом сердце страны и на самой контролируемой территории. Это очень плохая новость для Владимира Путина. Потому что это означает, что он лично не контролирует ситуацию, или, по крайней мере, частично ее не контролирует. Поэтому это прежде всего, я думаю, следствие некого внутреннего конфликта внутри истеблишмента, в котором Государственная Дума играет, вообще в ситуации, в сегодняшнем раскладе российской власти, Государственная Дума, конечно, не находится в центре событий и не играет первостепенную роль. Поэтому расследование Государственной Думы не имеет особенного веса во всей этой истории. Спасибо, Денис. Но отказ от расследования со стороны депутатов – это акт пассивный, а закон о нежелательных организациях – это действие активного характера. Согласно принятому документу, нежелательной может быть признана деятельность иностранной или международной неправительственной организации, я цитирую, представляющей угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства. Такая формулировка. Денис, в данном случае, на ваш взгляд, по ком звонит думский колокол? Опять-таки, давайте не будем переоценивать роль Государственной Думы в этой истории, потому что более или менее известно, это многократно очень обсуждалось в средствах массовой информации, что инициаторами этого законопроекта, они формально являются пара депутатов, я сейчас даже не помню их фамилии, потому что это не важно. Значит, им, в общем, дали это поручение, и более или менее общепризнанным является факт, что лоббировал принятие этого закона Совет Безопасности. И, соответственно, в первом чтении, когда он был принят в январе, то после этого возникла некая подвешенная ситуация, когда Минэкономразвития задумалась над тем, что этот закон формально
позволяет приостановить деятельность любой коммерческой организации зарубежной, ну, не знаю, закрыть представительство Coca-Cola, например, да, значит, если вдруг такая идея придет в голову генеральному прокурору. Ну, направлено, вот. в общем, это не вот. на Coca-Cola, Ну, мы должны это так, более или менее но у каждого ведомства есть своя точка зрения, поэтому Минэкономразвития и Минюст, насколько я понимаю, немножко притормозили принятие этого закона в январе, а потом Совет Безопасности все-таки его продавил, объяснив, значит, кому нужно, что все-таки нету такой там проблемы, и действительно он будет применяться против тех, кого надо, а не никого попало. Вот. Что, собственно говоря, это означает? Это означает просто, что Госдума отдала в руки исполнительных, даже не исполнительных органов, в руки прокуратуры, насколько я понимаю, по букве закона, это решение, и, соответственно, очень легко, там, одним росчерком пера, любая организация может быть признана нежелательной, и, соответственно, она сама вынуждена будет прекратить свою деятельность, а те люди, которые с ней связаны и сотрудничают с ней, им угрожает, соответственно, преследование уголовное вплоть до тюремного заключения. Конечно, это очень тяжелая репрессивная мера, и она, в общем, я оцениваю это прежде всего как такой акт, ну, такой демонстрации агрессии, запугивания, вот, который обращен, ну, в некоторой степени, наверное, в адрес крупнейших зарубежных организаций, которые пытаются в России там какую-то деятельность вести, а с другой стороны, в адрес тех людей, которые с этими организациями имеют дело. И, соответственно, это такой тревожный очень звонок для них. Вот, они вряд ли... Каждый теперь будет, видимо, уже самостоятельно для себя принимать решение, нужно ему связываться с этим или нет. Спасибо большое, Денис. Член движения, я все время путаю, потому что изменилось как-то, член движения «Солидарность» первоначально и соучредитель партии 5 декабря Денис Белунов подводил у нас сегодня итоги деятельности Российской Госдумы за прошедшую неделю. Это «Настоящее время» итоги из Вашингтона с Юлией Савченко. Далее, как бостонцы отреагировали на смертный приговор Джохару Царнаеву. Большая американская новость последних 7 дней. Смертный приговор бостонскому террористу Джохару Царнаеву после нескольких месяцев судебных заседаний с раздирающими душу подробностями взрыва на финишной прямой бостонского марафона. В апреле 2013 года присяжные решили: казнить нельзя помиловать. О том, как это было, мой коллега Вадим Оленичев. Суд присяжных Бостона, который должен был вынести приговор Джохару Царнаеву, с самого начала процесса испытывал психологическое давление. С одной стороны, взрывы во время бостонского марафона стали преступлением против всей американской нации, которая требовала возмездия. С другой стороны, штат Массачусетс – один из самых либеральных в США. Согласно опросам, проведенным местными СМИ, лишь 15% жителей Бостона желали преступнику смертной казни. Адвокаты Царнаева постарались представить его жертвой трудной ассимиляции в Америке, развода родителей и дурного влияния экстремистски настроенного старшего брата Тамерлана. Обвинение, наоборот, попыталось доказать на процессе, что Джохар – убежденный джихадист. Прокуроры настаивали на том, что он сознательно вместе с братом изготавливал бомбы, а затем участвовал в убийстве полицейского 3 дня спустя после теракта. Смертный приговор присяжные вынесли единогласно. Но многие рядовые граждане не ожидали такого вердикта. Скептическое отношение бостонцев к смертной казни уходит корнями далеко в пуританское прошлое, когда религиозные фанатики устраивали охоту на ведьм. Почти 70 лет в штате Массачусетс никого не казнят. Однако есть и такие, кто назвал приговор слишком мягким. Пожизненное заключение, по их мнению, принесло бы Царнаеву больше страданий, которые он заслужил. Надежды части жителей США на отмену высшей меры могут оправдаться, если адвокаты подадут кассационную жалобу. Ее рассмотрение может занять десятилетия. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. «Настоящее время. Итоги». О том, как ожидавший и дождавшийся приговора Бостон отреагировал на сообщение о смертной казни для Джохара Царнаева, мы узнаем от писателя, историка и бостонца Юрия Ферштинского. Он сейчас на связи у нас по скайпу. Итак, Юрий, для Бостона теракт 2013 года стал трагедией, испытанием на прочность и единство одновременно. Тогда, после теракта, бостонцы очень как-то сплотились, говорили об особом духе единения и противостояния попыткам запугать город террором. И вот сейчас мы видим расхождение в реакции на вынесенный Царнаеву приговор. Почему? Вы знаете, я не думаю, что это расхождение в реакции. Смертные приговоры устроены так в Соединенных Штатах, что осужденный обычно
ждет исполнения этого переговора много-много лет. По-моему, среднестатистический срок где-то 14 лет считается. Поэтому, знаете, отношение скорее у всех к этому вот приговору, оно такое философское. Всем было понятно, что Царнаеву дадут либо пожизненный, либо смертный приговор. В данном случае смертный приговор все равно означает, что он еще много-много-много лет будет сидеть в тюрьме, ожидая этого смертного приговора. И к тому времени, как этот смертный приговор наконец-то будет приведен в исполнение, наверное, уже и память чуть-чуть, как говорится, сотрется относительно теракта. Вообще никакого живодерского отношения со стороны американцев, конечно, к Царнаеву нет. И, в общем, вы не найдете таких активных групп населения, которые требовали вот прямо именно смертной казни. В конце концов, действительно, трудно ответить на вопрос, какое наказание более суровое, пожизненное или смертная казнь. Юрий, ну вот уже звучали опасения, что после вынесения этого приговора Царнаев может превратиться не в виновного, а в мученика. На ваш взгляд, каков риск этого? Вы знаете, я не думаю, что Царнаев всерьез может относиться к категории мучеников. Другое дело, что я лично считаю, что в этом деле рано ставить точку. То есть на самом деле американская правоохранительная система достаточно быстро свела этот теракт к инициативе двух одиночек-террористов, в основном, конечно, старшего брата Тамерлана. Мне кажется, что это достаточно такой легкомысленный подход к тому, что произошло. Мне кажется, что есть много указаний на то, что, как и в теракте 11 сентября 2001 года, например, у этого теракта были не только исполнители, а и организаторы, и заказчики. И в этом плане, мне кажется, к этой теме еще придется возвращаться. Юрий, ну вот, если можно так сказать, вы ведь специалист по теории заговоров. Ваша книга «ФСБ взрывает Россию», написанная в соавторстве с покойным Александром Литвиненко, вызвала в свое время очень много споров. Вот после вынесения приговора Джохару Царнаеву лидер Чечни Рамзан Кадыров написал на своей странице в Инстаграме: «Я не верю, что Царнаевы без ведома спецслужб США совершили этот теракт, если они его и совершили». Как вы вообще относитесь к такой конспирологической версии и такому повороту в теории заговоров? Вы знаете, во-первых, я не думаю, что меня правильно называть специалистом по теории заговоров. Я на самом деле историк и занимаюсь анализом фактов и ищу доказательства, когда я анализирую те или иные события, в том числе и криминального прошлого. Ну вот видите, Кадыров считает, что этот теракт не мог произойти, например, без участия ЦРУ, как вы только что сказали. А вот я, например, считаю абсолютно серьезно, что этот теракт не мог произойти без участия Кадырова и стоящего за ним президента Путина. И я абсолютно убежден, что у меня больше доказательств этому, чем у Кадырова. Юрий, спасибо большое. Юрий Ферштинский завершает наш сегодняшний эфир. Мы подвели итоги недели. Это были откровения о судьбе пленных в Восточной Украине, инициативы и безинициативность Российской Госдумы и послесловие к приговору Джохару Царнаеву. Дальше больше. Смотрите нас каждую субботу. Я, Юлия Савченко, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго.